Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Достова Замира Самрединовна. Я старший преподаватель кафедры музыкального и хореографического образования Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Я приветствую вас на консультации по вступительному испытанию по направлению 440401 «Дополнительное образование, музыка, музыкально-компьютерные технологии, хореография». Сегодня я вам расскажу о данном направлении подготовки, о его уникальности, познакомлю вас с профессорско-преподавательским составом, расскажу о вступительном испытании, о его требованиях, представлю членов предметной комиссии и их контакты для связи. Эта программа разработана с учетом современных требований, ориентирована на востребованные творческие направления подготовки высококвалифицированных педагогов-музыкантов и педагогов-хореографов. Программа позволяет открыть новые границы возможностей проведения музыкальных и хореографических занятий в области дополнительного образования детей и взрослых, осуществляя актуальное внедрение современных образовательных и музыкально-компьютерных технологий. Данная программа основана на уникальном сочетании классического педагогического, профессионального музыкального, хореографического образования и современных информационных и компьютерных технологий в области искусства, культуры, образования и медиаобразования. Программа имеет модульный принцип построения содержания. Каждый студент, поступивший на обучение по данной программе, будет иметь возможность выбрать свой модуль, по которому он будет учиться: музыку, хореографию или музыкально-компьютерные технологии. Музыканты будут изучать такие дисциплины, как музыкально-исполнительское искусство, искусство в контексте художественной картины мира, технологии и методики музыкально-творческой деятельности, философия музыки и музыкального образования, музыкальная коммуникация, музыкальная историография и многое другое. Те студенты, которые выберут модуль музыкально-компьютерные технологии, смогут легко применять современные технологии в образовательном процессе системы дополнительного образования. И при этом обучение позволит подготовить студентов к карьере в студии звукозаписи. Они могут изучать такие предметы, как композиция, микширование и различные технологии, которые в настоящее время используются специалистами данной отрасли. В зависимости от цели карьеры студента, они могут также изучать такие темы, как музыкальный бизнес и производительность. Подготовьтесь к работе в быстро развивающихся областях, таких как звуковая инженерия, разработка программного обеспечения и мультимедиа. В этой магистерской программе вы будете учиться у лидеров отрасли и работать в студиях звукозаписи, развивая свой опыт в программе, которая подчеркивает творческие эксперименты и интеграцию музыкальных и технических навыков. Хореографы будут развивать свою хореографическую индивидуальность в течение 2,5 лет в рамках творческой среды. Хореографическое искусство – одно из интереснейших в творческом плане и перспективных в трудоустройстве направлений. Учиться основам хореографического искусства, обрести знания педагога и балетмейстера легко, если использовать возможность познать этот опыт у нас. Мы научим вас видеть и понимать специфику постановочного мастерства, делать свои постановки и учить этому других. Это и многое другое даст вам магистратура, а главное – возможность развития в педагогической области, связанной с музыкальным и хореографическим образованием, а также применением музыкально-компьютерных технологий в образовании и искусстве. В процессе обучения мы ориентируемся на современные профессии, связанные с музыкой и хореографией. Прежде всего, это педагог, учитель музыки, который может работать в общеобразовательной школе, музыкальной школе, системе дополнительного образования, а также в колледже и системе высшего образования. При этом в процессе обучения в ВУЗе у вас будут занятия и вокалом, игры на музыкальном инструменте, дирижирование, вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль. Профессия учителя музыки мы видим сейчас, учитывая современную ситуацию, ориентированную на новое поколение детей.
Также вы будете изучать дисциплины по созданию музыкальных композиций, аранжировок и работе в студии звукозаписи. Научитесь записывать голос, инструмент, ансамбль. И все эти навыки вы можете использовать прежде всего в педагогической деятельности, но и не только. Вы можете в дальнейшем развиваться в направлении других очень модных на сегодня профессий, таких как саунд-дизайнер, к примеру, саунд-дизайн — создание различных шумовых эффектов для фильмов, игр или телевидения. Саунд-дизайнер или дизайнер звука — это специалист в области звучания аудиовизуальных продуктов. В своей работе этот специалист активно использует различные технологии, специальную аппаратуру и программное обеспечение. Это специалист, который способен определять, управлять и создавать аудиоэлементы. Профессия подходит тем, кого интересует физика, пение, музыка и мировая художественная культура. Битмейкер — человек, занимающийся написанием музыки, включающий в себя как танцевальную, так и хип-хоп составляющие, барабанных партий, аранжировки. Битмейкер — это настоящий творец и деятель искусства в области рэпа и хип-хопа. Супервайзер в сфере музыки. Музыкальные супервайзеры размещают музыку в фильмах, телевизионных шоу, видеоиграх и рекламных роликах. Они работают со студиями, музыкантами и их представителями, чтобы выбрать подходящую музыку, а затем защитить лицензии для ее использования. Саунд-продюсер. Музыкальный продюсер — это лицо, ответственное за разработку и производство музыкальных композиций. В сферу деятельности музыкального продюсера, как правило, входит отбор музыкальных исполнителей для творческого сотрудничества, проработка идей для композиций, сочинительство мелодий, наставничество музыкантов при работе в студии звукозаписи, а также контроль за качеством звукозаписи, сведения и мастеринга. Разработчик музыкальных приложений. Следующая профессия — артист танцевального коллектива, ансамбля, творческий работник, профессиональный танцовщик, исполняющий поручаемые ему партии, роли в произведениях хореографического искусства. Балетмейстер — творческий работник под руководством хореографа, участвующий в работе по созданию, сочинению новых либо возобновлению ранее поставленных хореографических произведений и по выпуску их на сцену. Хореограф — творческий работник, осуществляющий создание сочинения собственных хореографических произведений, либо возобновляющий ранее поставленные хореографические произведения и осуществляющий комплекс организационных мероприятий по их выпуску на сцену. Репетитор — творческий работник, ведущий работу по разучиванию с артистами партий в новых и ранее созданных спектаклях, репетирующий спектакли текущего репертуара. Преподаватель по хореографии — работник учебного заведения, проводящий обучение студентов в разнообразных формах и формирующий у них определенные компетенции. Преподаватель-тьютор — работник учебного заведения, педагог-профессионал, выполняющий функции помощника, консультанта, наставника, доверенного лица студента, являющийся организатором его жизнедеятельности и сопровождающим в его стремлении самостоятельно решать задачи образования. Балетовед — специалист в области исследования балетного искусства, историк балета, балетный критик, нередко совмещающий эти функции с преподавательской деятельностью в соответствующей сфере. Хореолог — специалист в области комплексных и междисциплинарных исследований хореографии во всей ее полноте, включая балет. Арт-критик, нотатор, нередко совмещающий эти функции с преподавательской деятельностью в соответствующей сфере. Степень магистра дает широкие возможности для построения практической карьеры. Педагогика в области дополнительного образования, хореография, музыкальная индустрия, исполнительское искусство, педагогические исследования, звукозапись и продюсирование.
Выпускники востребованы в сфере дополнительного образования детей и взрослых, культуры, искусства, работают в творческих коллективах, в различных концертных организациях, музыкально-театральных учреждениях, шоу-бизнесе, музыкальной индустрии, радио и ТВ. Форма реализации программы заочная. Срок обучения 2,5 года. В этом году имеется 16 бюджетных мест, количество коммерческих мест 14. Стоимость обучения на коммерческом отделении 40 800 рублей в год. Профессорско-преподавательский состав кафедры является одним из лучших в области музыкального и хореографического образования в Республике Башкортостан. Высококвалифицированные специалисты в своем деле. Среди педагогов по данному профилю народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист России, профессор, хореограф, репетитор Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова по народному танцу Рим Салимьянович Абдульманов, доктор филологических наук, кандидат исторических наук, доцент, лауреат Фонда содействия отечественной науке в номинации «Лучшие молодые доктора наук», эксперт РАН Фарида Габдулхаевна Галиева, лауреат всероссийских и международных конкурсов, педагог-хореограф по современному танцу Андрей Владимирович Салмин, лауреат всероссийских и международных конкурсов, педагог-хореограф по историко-бытовому танцу Надежда Викторовна Бирюкова, заслуженный артист Республики Башкортостан и России, профессор Елена Александровна Мороз, лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель по вокалу Дамира Мингалиевна Япарова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, старший преподаватель Адель Ириковна Абдулнагимова, кандидат искусствоведения, доцент Института искусств имени Загира Исмагилова, композитор, преподаватель по звукорежиссуре и композиции Азамат Данилович Хасаншин, кандидат педагогических наук, доцент Ирма Рашитовна Левина, кандидат педагогических наук, доцент Лейсан Наилевна Каримова, старший преподаватель Игорь Вячеславович Андреев, кандидат педагогических наук, доцент Маргарита Магнавиевна Забарова. Перейду к информации о вступительном испытании. При поступлении сдается комплексный экзамен. Комплексный экзамен проводится в форме просмотра видео, на котором абитуриент записал собственное исполнение одного музыкального произведения. Вид музыкального исполнительства выбирает абитуриент самостоятельно. Инструментальное, вокальное, дирижирование, либо это исполнение одного танца или танцевального этюда на основе любой хореографической лексики, либо это показ постановочной хореографической работы, либо работа над творческим проектом с использованием музыкально-компьютерных технологий. В этом случае должен быть представлен проект. В начале видео абитуриент представляется и показывает крупно на камеру свой паспорт, закрывая рукой только номерные данные. Фото и фамилии должны быть хорошо видны. Далее абитуриент называет название исполняемого произведения и его автора. Съемка должна быть выполнена на камеру или на телефон в высоком качестве. Съемка может быть осуществлена в домашних условиях или на улице при ярком освещении. Также съемка может быть проведена на сцене, в танцевальном зале, либо в студии звукозаписи. Звук должен быть четким, без акустических провалов. По результатам прослушивания музыкального произведения, просмотра танца, либо это просмотра проекта или работы над проектом, оценивается уровень исполнительства, владение техникой, выразительность, музыкальность, убедительность стилевой и художественной интерпретации, технологии работы над проектом. У всех абитуриентов есть личный кабинет. В личном кабинете вы можете ознакомиться со всей необходимой информацией, списком подавших документы, расписанием вступительных экзаменов, важные даты. До экзамена на почту придет логин и пароль для входа в систему экзамена. Обратите внимание, логин и пароль от личного кабинета и на экзамен разные.
Если ничего не пришло, то нужно проверить папку «Спам». Вы должны перейти по ссылке и поменять временный пароль на свой. С этим логином и вашим паролем вы сдаете экзамен. В день экзамена вы входите в личный кабинет, заходите в раздел «Комплексный экзамен. Дополнительное образование. Музыка, музыкальные компьютерные технологии, хореография» и прикрепляете видеофайл. Экзамен для поступающих на бюджетной основе будет проходить 12 августа, для поступающих на коммерческую основу 18 сентября. Доступ для прикрепления файла будет открыт в день экзамена с 10 утра до 20 часов по уфимскому времени. До и после этого времени возможности для прикрепления видеофайла не будет. Также имеется резервный день сдачи экзамена. Для лиц, поступающих на бюджетной основе, он состоится 18 августа, на коммерческой 24 сентября. Но для переноса экзамена на резервный день должно быть веское обоснование, оформленное соответствующими документами. Это может быть болезнь, нахождение в командировке и прочее. Тогда должны быть обязательно иметься справки, приказы о направлении в командировку и так далее. Если видеозапись весит больше 10 мегабайт, нужно разместить видео в Яндекс или Google диски. Ссылку поместить в документ формата Word и уже этот документ прикрепить в разделе экзамена. Расскажу подробнее, как разместить видео и настроить доступ в Яндекс диски. Нужно создать Яндекс.Почту, если ее еще нет. Заходите в диск и нажимаете кнопочку «Загрузить». Выбираете нужный файл, выбираете папочку, куда загружаете файл уже в Яндекс.Диске и нажимаете «Загрузить». Файл загружен, да? Настраиваем доступ. Правой кнопкой мыши нажимаем на файл и выбираем в появившемся меню «Поделиться». Появится окно, где настраивается доступ. Выбираем «Просмотр». Просмотреть смогут все, у кого есть ссылка. И копируем ссылку. Теперь создаете файл с расширением doc или docx. Называем фамилию и инициалы, ссылка на видео. Например, Трошкина А.В. ссылка на видео. Прикрепляем документ в систему для сдачи вступительных испытаний. Для сдачи экзамена лучше всего использовать самые выигрышные музыкальные произведения, хореографические номера для исполнения, либо проекты. К примеру, вокалисты могут использовать произведения в классической манере исполнения, либо в эстрадной, народной. Показ танца может быть основан на классической хореографии, народной, бальной, современной. То есть вы используете номера и проекты, в которых вы можете раскрыть свои творческие способности в полной мере. В состав предметной комиссии входят председатель, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального и хореографического образования Маргарита Мгновенна Забарова, народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист России, профессор Рим Слемьянович Абдульманов, старший преподаватель кафедры Замира Самаридиновна Дустова. Контакты для связи представлены на слайде. В день консультации свои вопросы вы можете написать на почту или по номеру телефона в WhatsApp. Также вы можете звонить нам по всем интересующим вас вопросам. На экране вы видите контакты руководителя программы, заведующей кафедрой Полетаевой Татьяны Ивановны, ее номер телефона и адрес электронной почты. На этом я завершаю консультацию. Благодарю вас за внимание и желаю всем удачи!